птички, говорю, как поют каждое утро. Ну вот как мы и хотели с Диманом попить кофе ранним летним утром в Осинских столбах. Еще мы попьем на Ленских столбах. — 9 утра. 12-й день нашего путешествия. Прошел почти год с нашей попытки преодолеть этот маршрут вновь. За этот год я освоил лодку и мотор на отлично. Много что удалось купить для путешествия, которое облегчало повседневные будни на стоянках. В этот раз мы с Димкой решили плыть вдвоем. Детей не взяли из-за экзаменов в школе, чему мы были только рады, ведь это минус 100 килограмм в лодке. Из вещей решили взять только необходимое, чем приходилось пользоваться ежедневно. Билеты на поезд с Нижнего Пестяха взяли за месяц на 2 даты. На 25 июня, если пойдет все гладко, и на 27 июня, прибавив 2 дня на неожиданности, которые могли возникнуть. Так. 9 июня. Год следующий. 25-й уже. Попытка вторая добраться с Усть-Кута до Ленских столбов. Город Усть-Кут. Место тоже. Ну, минус у нас сегодня в этот раз 2 ребенка. Школьники экзамены сдают. Ну и барахла поменьше взяли. Дорогу не стал показывать. В этот раз дорога была быстрая. С Ангарска вчера выехали в 7 часов вечера. В 6 часов утра уже в Усть-Куте. Бензина заправили. Позавтракали в столовке. Ну и все, собираемся. Снаряжаемся. Время 8:40. Лодку надули. Сейчас загрузимся. За хлебом-то пойдем? Не? Конечно, надо. Хлеб и поводу. Хлеб и воды надо взять. Обязательно. Без воды-то мы... Мужики рыбачат здесь. Вот, 40 минут делов. Качнули. Собрали. Масло с бензином развели. Мы готовы к отплытию. Блестящий человек. Прическа «Здравствуй, лето». Так, ну фото на память. Какие мы отплываем. С Димкой мы не суеверные. Верить в какие-то сверхсилы и приметы – это прошлый век. Весь маршрут мы не только проплыли, а проскакали, временами проползли, протащились. Ну и слово, которое умники и умницы, находящиеся на воде, любят говорить.
прошли. Мы знаем лишь одно, возле причала что в реку нельзя бросать мусор и плевать. Ведь там живут русалки, водяные и рыбы. Димка засек. Скорость на максималке была 32. Течение хорошее в этом году еще. Новоселово. В том году мы чуть-чуть дальше доплыли, ночевали. 4 часа мы туда плыли. В этот раз с остановкой мы до нее добрались около 3 часов. Димка спит. Диман выспался. Все, сейчас моя смена. Верхнемарково. Спустя 5,5 часов, как мы Усть-Кут покинули. Ночевали мы в прошлом году вот здесь. Но это была вторая ночевка у нас до сюда. Сейчас ушло по времени 5,5 часов. Газ не в полную силу даю, чтобы не насиловать мотор. Сейчас еще одну канистру заправим и поедем быстрее. Утро следующего дня, 10 число, сегодня 10 июня. Прошли мы вчера 245 километров от Усть-Кута. До Киринска осталось 41 километр, по карте показывается. Был дождь вчера вечером. Телефоны сели, поэтому ничего не снял. Доставать другие гаджеты не захотел. Вот. Плывем оттуда. Видим, домик стоит. Попросимся переночевать. Вот Владимир нас пустил без проблем. Переночевали с комфортом. Сейчас чай попьем, упакуемся и поплывем. Наша лодка. Вот здесь мы. Димка вот здесь ночевал. Я вот там ночевал. Вот такой домик. Хозяин Владимир. Тут. Такие в домике аккумуляторы. Как мы с Диманом. Димка предположил, что они стоят. Чем бакины эти питаются, откуда зарядка? Аккумуляторы, да? Прочитали, но... Она так-то сильная. Ну они же, что, они же греются, они вот стемнело, загораются. Но... Светло, они тухнут, кажется, а сроками тоже так же. Ну там фотоэлемент какой-то стоит, наверное. Они, по-моему, 2,5. 2,5 вольта, да. 150 ампер. Емкость очень большая. Ничего, если я вас запечатлю. Да ничего. Человек, который нас приютил. Это медведь, да? Медведь же, да?
когда-то был медведь. Большой не? А я не знаю. Я не забывал медведя, не знаю. Видать, видал, или бать не забывал. Ну, я его трогал, потом меня не трогает. Да. Вот я тоже так считаю. Вот я ходил, на друг пошел, там, на медведя, на другого, вот, у соседей. Ну, сосед, вот, фляжку. У них однословный пестой калибр, а что где на берлогу, мало что делать. Он пошел с карабином, ну и, пожалуйста, ёбнул, у него карабин заклинил нахуй. Хорошо сразу попал, убил. А так бы выскочил, все, а те что за с вторым? Ну нахуй. Вот нахуй. Так вот хранят от грызунов Червивник. хозяева. Висит, не доберется. Отплыли от домика, где ночевали. 9:20 время. Байкал. А на этой стороне Кривошапкина. Только что заглох мотор у нас. Оказалось, пережат шланг топливный. До Киринска осталось километров 10. А где он стоит-то, аккумулятор? Аккумулятор вон сверху стоит. Те, которые видели в домике, где ночевали. Остановились возле Киринска. Чуть-чуть осталось до центра. Тут ближайшая заправка возле берега. Сейчас попробуем заправить. Канистры у нас пластиковые. За это нам могут дать люлей. Просто не заправить нас. Попробуем. От Киринска до Витима 430 километров. Надо нам заправить 140 литров. Ну и должно хватить. Павловская, 17 улиц. Вот она, АЗС-ка. Самая ближайшая заправка в Киринске к берегу. Так как канистры у нас пластиковые, не знаю, сейчас заправят нас, не заправят. А нам заправить 2 двадцатки у нас есть, 40 литров. А нам заправить 140 литров. Сотку надо еще заправить, чтобы дойти до Витима. Ближайших заправок нет. Попробуем сейчас. В том году мы здесь шли пешком до аэропорта.
92 уже по 62. Какой по 62? По 65. В Ангарске он по 58. Завидую. Так, ну все, мы заправились. Заправили 100 литров. Женщина на заправке оказалась доброжелательной. Пошла нам навстречу. Сейчас доплывем до паромной переправы. В кафешку. Так как с бензином обошлось все у нас просто, мы отметим это дело в кафешке. Потом неизвестно, когда мы нормально похаваем в цивилизации. Не похаваем, поедим. Давай. Километр буквально от заправки. Гостиница, как-то мы в ней ночевали. Зимой по работе здесь находились. Ну и сам Киренск. Киренчане приветствуют вас. Была у нас мысля такая, что на Полесье, на ракете доплыть до Киренска и отсюда. Но мы выиграли. Несколько часов мы выиграли. В том году наше путешествие закончилось также вот возле Сунда стоят. Вот сам паром. Да, вот в эту кафешку сходим. Не знаю, есть там что серьезное, нет? Посмотрим сейчас. Может, сладости. Как-то мы, когда забирали лодку, было не очень там. Хорош, убираю. Киренск остается позади. Сколько время-то, Диман? 12:22. 13:22. Ну и начинается самое интересное. Дальше мы не видели. В Чечуйске я был зимой. В Алымовке были. Ну и начинается интересное. Как нам сказали в том году ребята. В том году сказали ребята нам на берегу, что с Усть-Кута до Киренска это болото. Мы прошли болото. Дальше Лена будет большая. И быстрая. Быстрее, говорят, течение у нее там. Застал нас дождь. Убегали, не убежали. Решили спрятаться под тент. Течение после Киренска гораздо шустрее. Самосплавом без мотора хорошо несет. Тимка, привидение доброе. Диман, ну ты просто скажи что-нибудь. Я здесь. Я тут. Я жую, мне некогда. А, он ест. В кафешке в Киренске не получилось, которая вот на набережной, не получилось поесть. Зашли туда, а там сладкое все. И макфудсы. Купили копченых окорочков. Они покажут, нормальные они или
Нормально приготовленные или... Ну, зато быстрее поплывем. Если они просроченные позавчерашней или недельной давности. Нормальный окорочок, Диман? Да ничего вроде. Ладно, я тоже пожую. Хорошо несет. Можно было и без мотора, без бензина. Если было бы у нас месяца полтора. Деревушка Алымовка. Макс, привет тебе. Ты вроде отсюда родом. Там парни сидят. В магазин сходил. С Алымовки привет тебе. Знаешь, что смотришь видео вот с твоего района. Печенье купил на пряниках. Чая у нас нету. Ничего. С утра хоть чай с печенькой попить. Димка ждет на берегу. Димка остался. Я пошел. Увидели какую-то церквушку. Алымовки, вот только... Ну сколько мы отошли? Километра 3-5, может быть. Ветер холодный. О, поле какое-то. Вон церквушка. Сейчас схожу до нее. Про нее нигде не написано. Мы даже не знали. В Мутино ближайшая церковь. Про эту не знали. Сейчас сходим, посмотрим. По полю придется идти. Дождь зарядил. Казалось, она ближе. Сейчас. Фермы или бараки какие-то были. Может быть, что-то церковная. Старая церковушка, да. Кого-то на видео мы видели. Может быть, такая же. Мутино еще 140 километров показывает. Сегодня не дойдем. Нужно спрятаться от дождя. Залезу, наверное. Посмотрю. Ну вот рядом какая-то деревня. Можно по карте посмотреть, тоже заброшенные дома. О, замерз аж от дождя. Красивая, наверное, была. А сейчас еще такая красивая. Что-то в ней такое есть. Когда свежепостроенная была, наверное, прям красотень. Венцы еще хорошо сохранились. Ну вот залез
Вот я внутри. Так еще даже более-менее все свежее, не гнилое. Реставрировали, может быть. Ну, вот главный вход. Потолок невысокий. Лесенка даже есть. А, ну это уже делали. Ну и все, здесь уже потолок. Вытянутой рукой достаю. Не вытянутый даже. Вот эту доску кто-то поставил, наверное. Еще выше можно забраться. Попробую залезть. Голубь там сидел. Я полез, а он полетел. И кто кого напугал. Брус-то еще хороший. Доска не гнилая, видно прям. Добротно сделано. Здесь гнило, потому что крыши нет. А вот это все целое. Не гнилое. Сейчас попробуем туда забраться. Ой. Ой. По коньку сейчас пройду. Ага, перебрался. Здесь уже все сгнило. Не рухнуть бы. Анна. О, ребятня уже надпись оставила. ЖВ. ГГВА. Гвозди везде еще кованые. О, кованые гвозди еще. Квадратные. Поэтому и говорится, что церковь-то древнючая. Ну как древнючая? Лет 100-то есть, наверное. Вот. Кованые гвозди. Ладно, пошел назад. Диман меня ждет. Все на гвоздичках. Вон здесь сколько их. Что-то уже сгнило и отвалилось. Хорошее место. Понравилось мне. Говорил я Димке, что по пути у нас будут старые церкви. Хотелось бы поснимать. Ну, то, что дождь идет, на квадрокоптере не получится полетать. Ну, вот так вот. Канал же над землей. Вот вам над землей.
Вот такие гвозди в этой церкви. Большие, маленькие. Только что наверху был. Спустился. Все нормально. Никуда не рухнул. Ладно, Диман меня заждался. Пошел. Деревня называется, где стоит церквушка, Банщикова, да? Банщикова. Вот про нее нигде не сказано. Про эту деревушку. Ой, про эту церковь. Про деревушку-то может и сказано. А вот про церковь, сколько я смотрел, где есть церкви, что-то где-то я или просмотрел, или никто не говорил. Может, писали на каких-то других. Ну ладно, что гадать. Короче, я рад, что я в нее сходил. Все, вон Диман от дождя прятался. Село Чечуйск или деревня Чечуйск. Вот этот домик, когда я ездил по работе, я проезжал. На Ниве я тогда ездил. Если найду видео, покажу. Вот к этой масти надо было мне тогда насчет Wi-Fi узнать. И вот к этому домику я подъехал. И парни мне, ну, лет, наверное, по 20, по 25, по 30 там. Человек 7 было, 5. Говорят, давай, оставайся. В баню сходим, говорит, водки попьем. Я говорю, мне надо назад ехать. Ну, прям постояли там, наверное, минут, ну, 15-20 поговорили. Хорошие ребята. Я бы остался с ними. Ну и вот, наконец, уезжая с этого села, ну вот я съездил по работе, уезжая с этого села, я сказал, что когда-нибудь я по лени поплыву дальше. Может быть, когда-нибудь я сюда по лени приплыву. Сейчас я вам покажу современный снегоход. Умельцы в деревне. Выкрутиться везде и всюду. Настоящий мужик. Настоящий парень. А мне в город возвращаться даже неохота. Пусть и зима, пусть и холодно. В баню бы с ними сходить. Да водки попить, самогона. Узнать жит-быт этой деревни. Может быть, когда-нибудь. Вот. Ну и дальше, соответственно, Димка, ты не был дальше? Нет. Ни Димка, ни я дальше не были. Так что там будет дальше, мы не знаем. Вот, дождик опять начинается. Сегодня дождливый день. Диман! Блин, блин. Пригорюнился что-то, блядь. Не горю, не смотрю, где причаливать будем. Да, причалим. На ночевку надо останавливаться. Там пробел. Завтра будет, наверное, хороший день. Красивое место. Много заброшенных домов.
где крыша провалилась, полы. Вот дали нам домик. Видели? Лодку вот увидел. Это уже редкость. Такие лодки. Промазано. Или битумом, или чем. Свой. Чтоб не бежали. Анатолий. Хозяина зовут. Ну, а так большой лесхоз был. Комары появились. Много заброшенных домов. Вот в кустах стоит. Ладно, сейчас перегоню лодку. Да, пойдем на ночевку с Диманом устраиваться. Лучше, чем в палатке. Домик нам сейчас покажут. Может быть, можно в нем переночевать, если более-менее нормальный. О, света здесь давно уже нет. Ну можно ночевать. О, так здесь вообще шикарно. Вообще отлично. У нас коврики есть, и спальники есть. Да, спальники есть, кровати есть. Но если медведь будет орать, закрывайте. Я собаки залаю. Тоже Мишка ходит, да? Ну пока тихо, но там два ходят здоровых, вот ручей. Ага. Агафонов 3 километра отсюда. И 4 километра вниз. И чё? Ветер будем делать? Не, чуть-чуть будет сквозняк, да. С Диманом затопили печку. Здесь мы не проснемся просто-напросто больше. Дыра в печке. Думали, проканает. Не проканала. Или печка уже совсем холодная. Димка, я тебя вижу. Ты как еж в тумане. Тихо, не матерись. О! Такая вот, ну, ночевка у нас. Вечерний, копченые мы, короче, проснемся. Да мы не проснемся. Мы не проснемся, но мы будем копченые. Сейчас выставлю раму. Да. Сквозняком продует. Все, вечерний ужин у нас с Диманом при свечах. При свече. Свечку нашли. От фонарика у него. Ну, все, ребит. Я еще не приготовил себе спальное место. День третий нашего путешествия. Вчера мы прошли 163 километра. Время 7:30. Собрались с Димкой, позавтракали. Грузимся. И погнали дальше. Подготавливаясь к путешествию, мы искали на просторах интернета интересные места, пропитанные историей, к которой хотелось прикоснуться и увидеть глазами. Красивые пейзажи со своими легендами и опасностями.
И, конечно, места для ночевок, где стоят домики рыбаков и зимушки. После Киренска, пройдя по реке километров 200, чаще стали попадаться зимухи, некоторые расположены в глубине леса. Простая точка возврата без посторонней помощи осталась в 100 километрах выше по течению. Впереди ждал отрезок в 230 километров малонаселенных мест, куда люди добираются в основном по реке. 2,5 дня нашего путешествия еще раз доказали простоту, гостеприимность и предложение чем-то помочь неизвестных нам людей, которые при разговоре удивлялись, улыбались, шутили, а некоторые даже сочувствовали, что преодолеть на надувной лодке такой маршрут будет проблематично. Разговоры про медведей, которых в этом году очень много, поломка мотора или порез лодки, тут же забывались, как мы оказывались на реке. И дальше нас ждала неизвестность, которая притягивала и восхищала увиденным. Миронова деревня. Тоже домики старые. По Ленин много старых деревень. Ну, люди живут. Даже памятник какой-то. Давыдова. Как сказал нам Анатолий, у которого мы сегодня ночевали, фермерское хозяйство, где держат отборных телят, молоко, сметана, мясо. Вот Давыдова по лесе стоит. Разводят вот здесь в глуши. Домашних животных. Но в Ангарске, в Иркутске этой продукции нет. Киренский магазин видел. Ох! Баржа на пути у нас. Я хотел снять вот эти штуки. Господи, кают-компаний. Красноярск. А это
Благовещен. Как в старых фильмах. Все реки текут. Или там что там? Впереди у нас деревня Мутина со старой церквушкой. Крестом покрыли, чтоб совсем не разрушилось. Сейчас снаружи. Какая. Здесь даже уголок есть. Кто-то следит. Лата. Ну, потолок еще. Или перестилали, хорошо сохранился. Полов уже нет. Кто-то приходит. Монетки оставляет. Конфеты. Ну, раз так заведено, тоже оставим. Где-то у меня были. Крест. Это, наверное, подсвечник. Ну, кто-то даже бумажные деньги оставляет. Иконки. Чей-то рисунок. Молодцы. Хоть как-то сохраняет. Лесенка раньше была. Сейчас попробуем разобраться, что осталось от лестницы. О, все, доски уже гнилые. Тоже надписи. Колокольня. Деревня Мутина упоминается впервые в 1723 году.
начале 20 века здесь насчитывалось 50 дворов с населением около 300 человек. Тоже везде кованые гвозди. Храм был заложен в 1898 году, освящен 22 января 1899 года. Он был освящен епископа святого Иннокентия, епископа Иркутского. Построен на средства крестьян и прихожан местного округа. На свой счет ставили церковь. Вот так вот. Не знаю, летать, наверное, не буду. Что-то ветер какой-то. Улетит у меня квадрокоптер. Сейчас попробую. Посмотрим. О, Димка. Чай решил приготовить, да? Чаек решил приготовить? Река Лена не так быстротечна. На ней нет ни порогов, ни плотин. Живет она своим спокойным течением к морю Лаптевых, до Северного Ледовитого океана, где волны при непогоде вздымают гребни выше барж. В русле между Киринском и Витимом есть одно место, где для нашей лодки нет никаких преград и опасностей, но для барж и судов в плохую погоду есть опасное и узкое русло под названием Ленские щеки. Спать не хочу, я... Рельеф поменялся. Ну как рельеф? Пошли вот эти скалы. А они, Диман, вон каждый поворот теперь. И вот буквально уже как час. Вот, ну уже такие. Подплываем к Ленским щекам. Расписание движения судоходства.
маленькое там узкое русло. И две баржи не могут разойтись между собой. Поэтому так вот по времени они ходят. Сейчас, Дима. Пещер много. Это стрижи. Нихуя. Гнезд наделали. Нихуя себе, блядь. Запикивать придется. Если тут такие стрижи, я вообще боюсь медведей теперь. Да, если такие стрижи построили себе такие норы, пещеры. Какие же другие здесь животные. Ленские щеки – один из глубочайших каньонов Сибири, прорезанный в земной тверди течением реки Лена. Добраться сюда весьма непросто. Если идти от Киринска вниз по Лене, то примерно через 250 километров отходится участок, где резко река сужается на пару сотен метров и делает 3 резких поворота на 90 градусов. Каждый раз упираясь в высокий утес. Течение реки в этом месте становится очень сильным, и если не знать секретов судовождения, можно легко попасть в беду, разбиться об одну из щек. Краеведы говорят, что только в 1980-х здесь произошло 14 кораблекрушений, а уж сколько деревянных суденышек разбилось в старь, вряд ли кто-то посчитает. Рядом почти с скалой. Да, если камень оттуда упадет на нас. Красивое место, да. Но и опасное. Далеко уплыли. Вон развернула баржу течением. Из-за этого вот и разговор об этом месте. Что не просто так. Это на лодке легко. А баржу прям видно. Боком идет. Вот мы, наверное, прошли. Сказано, что в конце ущелья есть скала. Пьяный бык. Прозвище у нее такое. Почему так назвали? Потому что в конце 19 века разбилось какое-то парусное судно
с вином или с ромом, там, с джином, ну, с алкоголем. И деревня здесь была Быковская. И местные жители все, что осталось целым, собрали, разобрали. И деревня получила прозвище Пьяно-Быковская. С Димкой увидели домик. Решили посмотреть. Дом охотника. Банька вот. Да, можно было здесь переночевать. Хорошее место. Сыростью чуть пахнет, правда. Таким деревенским заброшенным домом пахнет. Но все равно лучше, чем в палатке. Печку затопили. И все. Ладно, ничего не будем трогать. Рано нам еще ночевать оставаться. На карте отмечу. Может быть, потом кому-нибудь пригодится. Много зимушек попадается. Сейчас, может быть, нам что-нибудь дальше попадется. Вода, говорят, большая. Из-за этого рыбаков нет. Да и не выходные еще. Такой. Нашли с Диманом ночлег. До этого были в 5, да? В 5 зимовьях. В зимовьях-то мы сколько проверили? Штук 5? Какие-то закрыты, какие-то. 5, наверное. Будем здесь ночевать. По сравнению с другими. Хоть чисто. Вот даже флаг будет российский. Под флагом будем спать. Извините, муравьишки. Дождик, может быть, закрыли наш катер бешеный. Ну вот, покажу вам. Это летняя кухня. Баня. Хорошая банька. Свеженькая. Остальное все такое. Диман будет спать. Здесь я. Чурку затопили. Промок я. Еще не нагрелась. Ва. Здесь большая есть. Ну вот от буржуйки устроена. Пристроена труба в основную трубу кирпичную. Короче, ночевка у нас здесь. В окошко можно. А, не можно. Не увидим. Двор, я думаю, на реку уходит. Слышишь, кукушка, да? Кукукает. Нет, это не... Нет, там-то на той стороне кукушка. Сейчас слушай.
Мгм. Есть отголоски где-то далеко. А была поближе? Ну, может, другая. Это явно нас отгоняет. Слышит голоса и отгоняет. Где-то гнездо. Вот, Диман. Об этом мы потом будем вспоминать всю жизнь. Знаешь, мы еще не дошли, а я уже думал, как бы сюда вернуться. И проплыть дальше, да? Да. Ну мы же не зря точки ставим, где мы с тобой ночуем. Дальше, по втекающим речушкам еще забежать. Фига. Рыбачить. Это точно на месяца 1,5 надо. Да нет, надо просто... Водомет. Помощнее раза в 2 хотя бы. И желательно на водомете. А Да. на один такой, второй на водомете. Чтобы на речке выбегать. Лена большая, течение прям быстрое. Из-за этого мы летим.